Працягваем тэму. Пратэставала ярка і была заўважаная на мностве маніфестацыяў, не толькі ў Менску, на горадні Азот таксама падчас дэманстрацыяў у 2020 годзе на беларускіх вуліцах можна было назіраць спадарню ў бела-чырвона-белай сукенцы, якую вельмі хутка празвалі БЧБ нявестай. У снежні 2020-го праз пераслед сям'і ёй давялося пераехаць ва ўкраіну. І цяпер беларускую, якая пратэставала супраць рэжыму Лукашэнкі, могуць дэпартаваць у лапы таго ж самага рэжыму. БЧБ нявеста Інна Зайцева ўжо зараз у нашым эфіры. Спадарня Інна, вітаю вас. Добрый день. Распавядзіце, калі ласка, як так атрымоўваецца? Вы пратэставалі супраць лукашэнкаўцаў, пацярпелі пераслед, вашага мужа таксама праз вас саджалі ў вязніцу. Вы знайшлі спачатку прытулак вось ва ўкраіне пад Кіевам, і цяпер украінская дзяржава, якая таксама зазнае агрэсіі з боку рэжыму Лукашэнкі, хоча вас выдаць тым самым лукашыстам. Ну, яны не хочуць мяне выдаваць лукашыстам. Пробачьте, перейду на русский язык. Там позиция совсем другая. Позиция, которая называется «Ваши проблемы». Мы с этой позицией, белорусы, очень хорошо знакомы. Это системное заболевание, властное, да. И мне, в принципе, вот лично я, да, не сильно пострадаю от нежелания Украины, чтобы я здесь жила. Я дама за 30, мы с семьей, то есть у нас есть все возможности в любой стране мира не быть там на краю голода, холода или еще чего-то. Другой момент, что сами украинцы очень ширые люди, да, очень доброжелательные, помогающие. Мы здесь, в Украине, ни разу, никогда, где бы мы ни сталкивались, никогда не столкнулись с каким-то негативом или каким-то плохим отношением. Нам помогали все, что в городах, что здесь мы живем в селе Киевском. Да? То есть это максимально приятная нация с большими возможностями, трудолюбивая, и совсем непонятно, как вот эта позиция может представлять основную массу людей. Потому что я точно знаю, да, у меня есть аудитория, которая дает мне большую обратную связь, именно украинцев. Я точно знаю, что украинцы сами бы хотели, чтобы люди, которые разделяют мировоззрение украинцев, да, которые готовы топить за это, они бы хотели, чтобы мы остались, чтобы мы помогали, как вы показывали в сюжете, волонтерили, разделяли. То есть многие белорусы воюют сейчас на стороне Украины и готовы умирать за Украину. І паміраюць, таксама ведаем, што ёсць некалькі смерцяў нашых суайчыннікаў на фронте. Да, и вот задается такой очень логичный вопрос. То есть умирать за Украину можно, а жить в ней нельзя. То есть мы, в принципе, знакомы с этой позицией. Наш пан Лукашенко тоже как бы такого мнения. А вам что-то не нравится, уезжайте. Как я уже мы слышим от украинских властей, когда задавали это питание, Тутбай дозванивался в миграционку, спрашивал их позицию. А вы, говорит, это нас не волнует ваши проблемы. Ну, власть, которую не волнуют проблемы людей, проживающих в стране, и которые могут приносить пользу этой стране, то есть эта власть долго не живет. Гэта вельмі дзіўна, тому што ведаем, што увогуле палітычныя уцекачы ад рэпрэсіяў, уцекачы ад вайны у любой цывілізаванай заходняй краіне гэта святое. Так? То бок мы ведаем, што вельмі шмат позваў ад лукашыстаў прыходзяць, напрыклад, у Польшу, у Літоўскую рэспубліку, і там суды альбо улады проста круцяць каля віска, кажуць, ну вы што, як мы можам выдаць у Беларусь увогуле кагокольвек, калі гэта краіна, дзе пануе нелегітымная ўлада. Так? Вось. І ведаем, колькі украінцаў мільёнамі чалавек цяпер прымаюць у краінах еўразвязу без лішняй бюрократыі, без нічога, ўсё дазваляюць на аўтамаце. Ўсё ж такі, чаму так атрымоўваецца, на вашу думку, што украінскія ўлады паводзяцца абсалютна як быццам бы гэта не дэмакратычная дзяржава? Потому что заявлять о европейских ценностях гораздо легче, чем их придерживаться. Это труд. В основе европейских ценностей лежит не толпа, не масса, не группа людей, а человек. Вот индивидуальный человек, с которым нужно работать. И не до всех украинских властей, возможно, миграционная служба так изолирована, да, что не заинтересована продвигать интересы групп граждан, за которых она отвечает. Ну, в общем, не до всех доходит, что
чем лучше живется конкретному человеку в твоем государстве, тем лучше живет все твое государство. И вот почему-то, вас же там мало, пару тысяч этих белорусов. Соберутся они, возьмутся за ручку и уедут. Да, мы немного потеряем. И здесь я хочу сказать нам, дорогие белорусы, которые сейчас оказались в этой ситуации в Украине, мы маем годность, мы не люди второго сорта. Многие из нас приносят сюда больше, чем получают. Украина ничего не предоставляет, никакой помощи для людей, которые сюда приехали. Мы все знаем, как тяжело здесь было получить эти ВНЖ, которые сейчас у нас просрочены. Мы все знаем, как тяжело здесь было устроиться на работу, потому что ты вроде как не до конца володаешь мовой украинской, а белорусская трошечки не такая, да. И все остальное. Мы все равно хотели оставаться в этой стране, приносить ей пользу, работать. Конкретно наша семья. Мы купили заброшенный домик в селе, который 10 лет никто не жил, никому не был нужен. И он разваливался. Мы вложили кучу денег, тратили эти деньги в магазинах стройматериалов, платили украинским гражданам зарплату, которые помогали нам делать ремонт. Да? То есть мы ничего не взяли у Украины, мы только принесли сюда. И вот если мы, дорогие белорусы, оказались Украине настолько ненужными, то, уверяю вас, в Европе куча стран, для которых люди за 30, которые знают, чего они хотят, у которых есть четкая гражданская позиция, очень даже нужны. Там этих людей принимают, им даже помогают устроиться. Не обязательно, халявы не ищем, да, но мы изучаем разные сейчас страны, предложения. И даже если в случае, что страна достаточно бережливая, обычно они предоставляют некую помощь с условием, что при устройстве на работу вы эту помощь вернете. Окей, это лучше, чем возможно. Это просто супер, когда тебе по приезду сразу дадут где жить и выдадут какое-то содержание, пока ты учишь язык, а потом ты с удовольствием его дашь. Нам, белорусам, это все очень подходит. Поэтому мне кажется, что основная позиция должна быть наша белорусская, не просящая, а объясняющая. Мы должны объяснить украинским властям, именно властям, не людям. Люди вообще максимально приветливые, да, украинским властям объяснить, что не может страна, взывающая ко всей Европе, с флагами мы же европейцы, мы за гуманитарные ценности, так относиться внутри своей страны к людям, которые тоже за гуманитарные ценности, да, то есть так не бывает. И ждать максимально хорошего к себе отношения при таком собственном подходе наивно. Инна, на самом деле понимаемо, почему в первые 3 месяца войны власти просто были озабочены другими проблемами, но меняется ли как-то их риторика, продолжаете ли вы пытаться продлить свое ВНЖ, что сейчас вам говорят, и все-таки надеетесь ли вы, что вы сможете остаться в Украине и не уезжать в страны Европы? Вот это тоже часто, объяснение, такое оправдание. Нам сейчас не до этого. Так вот, чтобы мы понимали, за это время Верховная Рада успела принять защиту, в Красную книгу какой-то вид птичек, легализовать медицинскую марихуану, да, то есть это все не мешало абсолютно. То есть Совет законодательных властей, все законодательные власти Украины работают в обычном режиме. Люди – это самое важное. Не марихуана, не птички. Самое важное для любого государства – люди. И если Украине выгодно, чтобы здесь были журналисты, да, с непросроченными документами и освещали проблему для всего мира, то Украина одним постановлением принимает документ, в котором написано, что все журналисты, аккредитованные в ВСУ, получают право пребывать здесь все время войны и плюс еще 1 месяц после ее окончания без всяких нарушений закона. Это принимается одним документом. Очень просто. Точно такой же документ может прямо сейчас Кабинет министров сделать и для нас. И не только для белорусов. Хочу обратить ваше внимание. В такой же ситуации здесь граждане из Ирака, из Ирана, граждане Турции. Это часто мужья, жены украинок, у которых здесь дети, бизнесы и вообще вся жизнь. И им сейчас говорят, выезжайте, пожалуйста, в свои страны и делайте там заново визы, и только потом вы можете въехать. А очень многие люди не могут вернуться туда по этим политическим всяким мотивам. Поэтому для Кабинета министров только одна рекомендация. Срочно, очень срочно вам нужно свою репутацию спасать. Это не нам нужно, чтобы вы нас, пожалуйста, оставьте, да?
а вам нужно спасать свою репутацию. Вот такое постановление делать, чтобы всем людям, которые здесь пребывали легально, продлили сроки пребывания безнаказуемо за просрочки в течение войны плюс 1 месяц. Спадарня Іна, тым больш, што маем досвед такіх рашэнняў у краінах еўрапейскага звязу. Спадарня Іна, дзякую вам вялікі, што выйшлі на сувязь. Будзем абавязкова сачыць за вашай справай. З намі на сувязі была Інна Зайцева, вядомая як БЧБ невеста, актыўная ўдзельніца пратэстаў 2020 года.